Японцы заговорят по-белорусски. В этом году в стране восходящего солнца был издан первый учебник для изучения белорусского языка азиатскими студентами. Авторы от Беларуси и Японии больше года трудились над пособием. К слову, учебник называется «Спробуйма». Согласитесь, как бы подталкивает попробовать выучить язык. Сейчас разрабатывается и вторая часть пособия о том, зачем японцам белорусский. Кристина Страх. Я хочу выучить белорусскую мову по этой книге. Такую цель на этот год ставит перед собой японский студент Такаши Кабаяши. За 5 лет в Беларуси молодой человек успел не только влюбиться в нашу страну, но и даже создать семью – белорусско-японскую. Теперь хочет выучить язык Короткевича и Колоса, чтобы когда-нибудь прочесть гениальных классиков в оригинале. Мову уже начал осваивать по учебнику «Спробуйма». Ён разлічаны на пачатковы этап вывучэння беларускай мовы, але тых японскіх студэнтаў, якія ўжо ў пэўнай ступені валодаюць рускай мовой. Белорусский язык в БГУ уже изучают 10 японских студентов. Специально для них Татьяна Рамза и начала учебник вместе с аспиранткой одного из японских университетов Сиори Киосава. «Спробуйма» ориентирован в первую очередь на Японию. В стране восходящего солнца студенты уже учат белорусский язык по учебнику. Периодично приезжают до нас студенты на стажировку, альбо учиться. И на протягу кто года, кто 5 год выучают белорусскую мову, белорусскую литературу. И как наступные поколения японцев знакомились с белорусской культурой, с белорусской мовой, мы створаем вот такие подручники. И будем еще и далее створать. Все начинается традиционно, с алфавита, дальше фонетические правила и синтаксические нормы. По словам специалистов, базовый курс белорусского языка японские студенты смогут освоить даже самостоятельно. Но для лучшего владения специалисты советуют заниматься с преподавателем. В конце года выйдет уже вторая часть учебника «Спробуйма». Японские студенты Цукубского университета опробировали тестовую версию и внесли свои поправки. Сейчас учебник дорабатывается и дополняется. Кристина Страх и Андрей Градобоев. Агентство теленовостей.